Добрый день, уважаемые предприниматели! Я являюсь консультантом по вопросам таможенного дела. Меня зовут Рахманов Чингис. Сегодня мы с вами рассмотрим тему экспорта свежих овощей, фруктов и сухофруктов из Кыргызской республики в Республику Узбекистан. Начнем с понятия, что такое сухофрукты. Сухофрукты – это высушенные фрукты или ягоды, из которых путем высушивания была удалена большинство влаги, которая находилась в свежих фруктах или ягодах. Сушатся сухофрукты естественным путем, например, на солнце, или с применением промышленных методов, например, с помощью дегидратора или сушилки для овощей. Овощ обозначает сочную, съедобную часть специально культивируемых огородных травянистых растений, например, клубень, стебель или плод, а также всякую твердую растительную пищу, кроме фруктов, ягод, орехов и круп. Общим для всех овощей является то, что в пищу употребляют сочную часть растений, то есть семечки, кора, сухие семена. Это уже не овощи. При экспорте продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция» в части ее маркировки, а также решение Комиссии Таможенного союза об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе. Нормативные документы Кыргызской республики – это постановление правительства Кыргызской республики от 7 октября 2014 года номер 583 об утверждении перечня подкарантинной продукции, подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе Таможенного союза и таможенной территории Таможенного союза. Постановление правительства Кыргызской республики от 18 июня 2015 года номер 376 об утверждении карантинных фитосанитарных правил Кыргызской республики и положение о порядке выдачи фитосанитарных, реэкспортных фитосанитарных и карантинных сертификатов. Для экспорта свежих овощей, фруктов и сухофруктов необходимо обратиться в территориальное подразделение Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, документы для выдачи фитосанитарного сертификата. Для физических лиц копия документа, удостоверяющая личность грузоотправителя, либо уполномоченного лица при предъявлении оригинала для сверки, либо нотариально заверенную копию. Для юридических лиц копию свидетельства о регистрации, либо перерегистрации при предъявлении оригинала для сверки, либо нотариально заверенную копию. Копию права, удостоверяющего документа на подкарантинный объект при предъявлении оригинала для сверки, либо нотариально заверенную копию. От имени потребителей услуги физических лиц могут действовать представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. От имени потребителей услуги юридических лиц могут действовать лица в соответствии с учредительными документами без доверенности, а также представители в силу основанных на доверенности или договоре. Первое – это заявка, копия договора, то есть контракта, на основании которого производится вывоз подкарантинной продукции с территории Кыргызской республики в случае заключения указанного контракта. И обязательным документом является импортно-карантинное разрешение Республики Узбекистан. Порядок рассмотрения заявки и выдачи фитосанитарного сертификата. Заявки на выдачу фитосанитарного сертификата регистрируются уполномоченным должностным лицом департамента в течение 30 минут с момента подачи заявки. Все заявки, поступившие от физических и юридических лиц, в обязательном порядке подшиваются в папку для заявок на выдачу фитосанитарного сертификата. Фитосанитарный сертификат выдается территориальным управлением на основании наличия решения территориального управления о присвоении месту или участку производства статус свободный от регулируемых вредных организмов, акта карантинного досмотра, свидетельства карантинной фитосанитарной экспертизы, акта фумигации и в соответствии с национальными требованиями
или требованиями страны-импортера. Решение о выдаче фитосанитарного сертификата или об отказе в их выдаче принимается в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки и прилагаемых к ней документов территориального управления департамента. Решение о выдаче фитосанитарного сертификата принимается при отсутствии оснований для отказа в выдаче указанных в настоящей инструкции. Территориальное управление принимает решение об отказе в выдаче фитосанитарных сертификатов по одному из следующих оснований. Это представление неполного комплекта документов, содержание в документах недостоверных сведений, представление неправильно оформленных документов, несоответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям страны-импортера, введение страной-импортером временных фитосанитарных мер по ограничению на вывоз подкарантинной продукции из Кыргызской Республики, наличие неустраненных нарушений в области карантина растений, касающихся заявленной продукции, мест ее заготовки, хранения и переработки, а также способов ее транспортировки. Маркировка продукции. Поставляемая сельскохозяйственная продукция должна быть маркирована в соответствии с техническим регламентом «Пищевая продукция» в части ее маркировки и других технических регламентов ЕАЭС. Поставка сельскохозяйственной продукции без маркировки не допускается. Маркировка транспортной упаковки, в которую помещена сельскохозяйственная продукция, должна содержать следующие сведения: наименование продукции, количество продукции, дату изготовления продукции, срок годности продукции, условия хранения продукции, сведения, позволяющие идентифицировать партию продукции, например, номер партии, наименование и местонахождение изготовителя продукции или фамилию, имя, отчество и местонахождение индивидуального предпринимателя, изготовителя продукции. Маркировка продукции должна наноситься на транспортную упаковку или на этикетку, или листок-вкладыш, помещаемый в каждую транспортную упаковку или прилагаемый к каждой транспортной упаковке, либо содержаться в документах, сопровождающих продукцию. Упаковка продукции. Поставляемая продукция должна быть упакована в соответствии с техническим регламентом о безопасности продукции и других технических регламентов ЕАЭС. Поставка продукции без упаковки, как правило, не допускается, за исключением живых животных, охлажденных и замороженных туш, полутуш и четвертин животных, сырого молока и некоторых других видов продукции. Информация об упаковке должна быть приведена в сопроводительных документах и содержать наименование упаковки, информацию о назначении упаковки, условия хранения, транспортирования, возможность утилизации упаковки, способ обработки для многооборотной упаковки, наименование и местонахождение изготовителя или производителя упаковки, информацию для связи с ним, дату изготовления, месяц, год. Фитосанитарный контроль подкарантинной продукции на экспорт. Действие первое. Рассмотрение документов, регистрация заявления, если документы соответствуют требованиям, устанавливается дата и время проведения досмотра, либо принимается решение об отказе в выдаче сертификата, если документы не соответствуют установленным требованиям. Действие второе. Отбор проб и образцов. Включает оформление и упаковку образцов, проб и доставку в лабораторию. По завершению идентификации получение свидетельства карантинной фитосанитарной экспертизы на основании результатов лабораторной экспертизы. Действие третье. Составление акта карантинного досмотра. Четвертое действие. Оформление фитосанитарного сертификата. В случае выявления карантинных вредных организмов отказ в выдаче фитосанитарного сертификата. Предписание о принятии фитосанитарной меры, то есть уничтожение, очистка, обеззараживание, изменение, применение. Пятое действие – это проведение досмотра после обеззараживания. Срок рассмотрения заявки – 3 дня. Фитосанитарный сертификат – это документ международного образца, свидетельствующий, что ввозимая или вывозимая продукция растительного происхождения соответствует
всем карантинным фитосанитарным требованиям страны назначения. В соответствии с договором ЕАЭС, условием поставки товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, является фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность в фитосанитарном отношении и благополучие административных территорий, мест производства этих товаров в отношении наличия вредителей. Фитосанитарной сертификации подлежит продукция, которая включена в перечень подкарантинной продукции, подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза. Порядок совершения таможенных операций Кыргызской Республики. Действие первое. Предоставление документов в таможенный орган в отдел учета таможенных платежей и статистики для открытия лицевого счета. Для юридических лиц ОСО и физических лиц ИП свидетельство о регистрации, справка с налоговой об отсутствии задолженности, контракт, копия паспорта, доверенность и счет фактуры. Действие второе. Предоставление контрольной папки в таможенный орган, отдел таможенного контроля и место таможенного оформления. Перечень документов для контрольной папки – это свидетельство о регистрации ОСО или ИП, устав организации, справка с налоговой об отсутствии задолженности, контракт, копия паспорта и доверенность. Действие третье. В таможенном органе в месте таможенного оформления декларант предоставляет заявление, товаросопроводительные документы, то есть счета, фактуры, инвойсы, товаротранспортные накладные, договора, сертификат происхождения, декларация о соответствии товара и доверенность. Действие четвертое. После проверки документов таможенными органами декларант предоставляет документы таможенному представителю для подачи электронной декларации на товары. Оплачивает сумму причитающихся таможенных платежей в банке ОАО «РСК Банк». При экспорте товаров без учета вывозной пошлины оплачивается таможенный сбор в размере 0,25% от таможенной стоимости. После подачи электронной формы декларации декларант в бумажном виде вместе с квитанцией об оплате суммы причитающихся таможенных платежей и оригиналами товаросопроводительными документами подает сотрудникам таможенных органов для дальнейшего совершения таможенных операций. Действие пятое. Сотрудник таможенных органов после проверки документов назначает досмотр либо осмотр товаров и автотранспортных средств. Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в течение 4 часов с момента регистрации таможенной декларации. А в случаях, если таможенная декларация зарегистрирована менее чем за 4 часа до окончания времени работы таможенного органа, то в течение 4 часов с момента начала времени работы этого таможенного органа. Выпуск товаров должен быть завершен не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации. Сотрудник досмотровой группы в присутствии представителя проводит осмотр-досмотр товаров в целях проверки и получения сведений о товарах, в отношении которых проводится таможенный контроль. Действие шестое. После проведения таможенного досмотра составляется акт в 2 экземплярах, и старший инспектор по оформлению завершает таможенные операции по оформлению товаров и транспортных средств и ставит личную номерную печать и штамп «Выпуск разрешен». Действие седьмое. По прибытию на пункт пропуска водитель либо перевозчик проходит пограничный контроль. Действие восьмое. Прохождение фитосанитарного контроля. Должностное лицо регистрирует фитосанитарный сертификат с проставлением штампа «Вывоз разрешен». Прохождение санитарного карантинного контроля должностное лицо регистрирует документы. Действие девятое. После прохождения всех контролирующих органов в пункте пропуска
таможенный орган предоставляются товаросопроводительные документы для регистрации транспортных средств и товаров. О фактическом вывозе товаров проставляется печать сотрудников, товаротранспортные накладные. Порядок таможенного оформления в Республике Узбекистан. Декларант, таможенный брокер, импортера информирует таможенные органы о поставке товаров в адрес декларанта путем получения универсального кода в электронной системе Республики Узбекистан. На пункте пропуска, согласно предварительной информации, проводят осмотр товаров, проверку товаросопроводительных документов. После завершения всех процедур направляют автотранспортное средство с товарами на терминал. Уведомление должно быть осуществлено не позднее 30 минут после доставки товаров. А в случае его доставки вне времени работы таможенного органа, назначение не позднее 30 минут после начала времени работы таможенного органа. Если товар доставлен в таможенный орган назначения вне времени его работы, он размещается в зоне таможенного контроля. В терминале таможенные органы Республики Узбекистан проводят таможенный контроль, таможенные операции и таможенные процедуры согласно поданным товаросопроводительным документам и заявлению декларанта. Уплата таможенных платежей в Республике Узбекистан составляет 15% налога на добавленную стоимость от таможенной стоимости товаров. На основании сертификата происхождения формы СТ1 товары, экспортируемые из Кыргызской Республики, освобождаются от уплаты таможенной пошлины. Фитосанитарные требования, предъявляемые под карантинной продукцией, ввозимой на территорию Республики Узбекистан. Ввоз подкарантинной продукции на территорию Республики Узбекистан осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в Законе Республики Узбекистан о карантине растений, правилами карантина растений, другими актами законодательства, фитосанитарных требованиях и карантинных разрешениях. Подкарантинная продукция, ввозимая на территорию Республики Узбекистан, должна быть свободна от карантинных объектов, внесенных в перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Республики Узбекистан. Ввоз подкарантинной продукции в Республику Узбекистан разрешается при наличии карантинного разрешения, выданного Государственной инспекцией по карантину растений при Кабинете министров Республики Узбекистан, а также фитосанитарного сертификата или свидетельства, выданного уполномоченными государственными органами страны-экспортера. Подкарантинная продукция, ввозимая на территорию Республики Узбекистан, автомобильном, воздушном, железнодорожном транспорте подлежит карантинному фитосанитарному контролю в местах прибытия, то есть в пограничных пунктах по карантину растений, и досмотру в местах завершения таможенного оформления, местах назначения доставки. При необходимости проводится карантинная экспертиза. Импортное карантинное разрешение, вкратко ИКР, на ввоз подконтрольной продукции согласно статьи 11 Закона Республики Узбекистан о карантине растений выдается инспекцией Узглавгоскарантин в соответствии с подаваемой заявкой юридическим лицом или заявление физическим лицом, осуществляющих поставку импортно-подкарантинной продукции из Кыргызской Республики в Республику Узбекистан. Срок рассмотрения заявки на выдачу ИКР установлен 3 дня. Уважаемые предприниматели, участники проекта «Агросода USAID», спасибо большое за ваше внимание. Желаю вам успехов и удачи в увеличении экспортного потенциала вашего предприятия и, соответственно, Кыргызской Республики.